Арсен Сергеевич, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в Якутии. Ситуация остается сложной. У нас в результате большого количества проведенных мероприятий по выявлению круга лиц по больным по офтальмологической больнице и в рамках работ по выявлению круга лиц, которые контактировали, вот из, скажем так, те, кто уехал в Аймекон, рабочие, но они были здесь до этого в Якутске, выявлены достаточно большие группы людей, имеющих положительные анализы в Якутске, вот и по первой, и по второй группе, и с учетом них за последние сутки по Якутску количество положительных анализов составило 25. Это много, но я еще раз говорю, там это основные две группы. Это те, кто по офтальмологии идут и члены их семей, а также это работники вахтовые, которые здесь остались, ну а часть вот уехала в Аймекон, и по ним там по двоим был положительный анализ. Здесь они тоже все изолированы. Были изолированы в обсерваторе, но вот сейчас анализы положительные. Вместе с тем, конечно же, есть и контакты другие положительные по Якутску, поэтому ситуация по Якутску на самом деле достаточно серьезно усложняется. У нас два новых случая по Алдану, опять же внутри периметра, это работники обсерватора. Здесь даны указания нами, чтобы все-таки работы по сохранению здоровья работников обсерватора все-таки проводились на должном уровне. У нас по Алдану уже несколько случаев заражения работников обсерватора именно. Вот. И, к сожалению, у нас появились первые случаи заражения в Кобейском и Мегино-Кангаласском улусах. В обоих случаях источники установлены. Вот. Это по Мегино-Кангаласскому предполагается демобилизовавшийся молодой человек, от которого заразилась мать. А по Кобеям, по Сангарам, там человек приехал из-за пределов республики на похороны своего ближайшего родственника и оказался с положительным анализом коронавирусной инфекции. Вот. Здесь еще раз говорю, что вот вопросы самоизоляции, они крайне важны, даже в самых таких, казалось бы, случаях важных для человека. Надо понимать, что потенциальное вот заражение коронавирусом, оно возможно, и тем самым представляется угроза для очень большого количества людей. Все меры безопасности вот и по Мегино-Кангаласскому улусу, и по Кобейскому сейчас принимаются, анализы обрабатываются, результат будет к завтрашнему дню. По Чаяндинскому месторождению хочу сказать, что сегодня уже ведется конкретная работа по механизмам вывоза людей с месторождения. В первую очередь надо понимать, что речь идет не о «Газпроме», который продолжает свою работу на месторождении, а речь идет в первую очередь о строителях, о подрядных организациях, которые выполняют работы там на объекте. Их несколько тысяч, но вот еще раз говорю, вот в первую очередь мы должны сейчас здоровых в те регионы, откуда они приезжали, по направлению, по согласованию с вот как раз Стройтрансгазом, уже вывозить. Я думаю, что эта работа у нас к воскресенью начнется. Сегодня к вечеру на Чаяндинское месторождение будет доставлен мобильный госпиталь силами МЧС России. Такое поручение дало правительство Российской Федерации. Уверен, что это все позволит в ближайшее время уже не только локализовать очаг заражения, он уже локализован, а уже реально приступить к лечению людей на месте. Ну, еще раз говорю, главная задача на сегодняшний день максимальными быстрыми темпами людей вывести как раз вот работников подрядных организаций с уже вахтовых поселков. Спасибо. Спасибо. Это был брифинг главы Якутии с информацией о COVID-19 в регионе на 11 часов 30 апреля. Не переключайтесь.